Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камшикшара. Здравствуйте. Сегодня, в первой половине дня, у здания Министерства внутренних дел Абхазии собрались граждане, у которых были вопросы по поводу условий содержания в изоляторе временного содержания осужденного Тенгиза Лакирбая. Ситуацию нашему каналу прокомментировал первый заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа. У здания Министерства внутренних дел собрались родственники Тенгиза Лакирбая, недовольные условиями его содержания в изоляторе временного содержания МВД. После чего, к ним подошли сотрудники Министерства внутренних дел, попросили их разойтись. На законные требования сотрудников милиции они отказались реагировать. После чего люди, не подчинившиеся требованиям, были доставлены в УВД города Сухум для дальнейшего разбирательства. Часть из них после проведения профилактической беседы была отпущена домой, а с другими ведется работа. В республике продолжаются работы по лечению растений от американской белой бабочки. Накануне первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа ознакомился с ходом работ по обработке растений от опасного насекомого-вредителя в селах Гудаутского района. Репортаж Алики Трапш. Профилактика заболеваний и лечение уже зараженных культур в Гудаутском районе ведется в рамках совместной работы Минсельхоза и местной администрации с 26 июня. Рабочие группы по борьбе с насекомыми-вредителями созданы при районных машинно-технических станциях. В Гудаутском районе лечение растений от американской белой бабочки ведется в 11 селах, наиболее пострадавших от насекомого-вредителя. Если у нас менее стал вреден мраморный клоп, то опять возобновил свою болезнь именно белая американская бабочка. Она также вредна для растительности, первым долгом для всей зелени, которая есть придорожные, там, где проезжает транспорт, меньше в лесных массивах. Но тем не менее, поэтому использованием техники мы проводим обработку этих массивов. И также хотел бы, пользуясь моментом, обратиться к жителям наших, гражданам, чтобы они также, в свою очередь, посильную помощь оказали на своих приусадебных участках, вплоть до сжигания веток, которых обнаружены эти очаги. Американская белая бабочка – инвазивное насекомое. На раннем этапе развития гусеницы выедают мякоть древесно-кустарниковых и травянистых растений, а гусеницы старших возрастов съедают лист полностью. Предотвратить появление бабочки на дереве практически невозможно. Бороться с насекомым лучше в период развития первого поколения гусениц – с июня по август. Поэтому сейчас специалисты обрабатывают растения специальными химическими веществами. Работу мы свою проводим, выделяем средства, топливо, препараты химические. И таким образом проводим на общественных местах, придорожной, при трассе, обработку, где она в основном активизирована. В каждом районе у нас есть машино-тракторные станции. В Ачимчирах и в Гудаутах по 4 бригады, то есть по 4 бака, которым пользуются. А в остальных по 2, где-то 1, где менее представлены они. И поэтому общим усилием практически 20 бригад, 20 единиц техники с баками сегодня работают по всей Абхазии. Мероприятия по лечению растений от американской белой бабочки будут проходить во всех районах Абхазии до середины августа. Алика Трапш, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Накануне российская партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой, в частности, предлагается путем референдума принять решение о присоединении Абхазии и Южной Осетии к Российской Федерации. Программа опубликована на сайте партии. Это заявление вызвало большой общественный резонанс в Абхазии. Захару Прилепину ответили Народное собрание, МИД, политические и общественные организации нашей республики. Свое мнение по этому поводу высказал депутат Народного собрания Батал Тапагуа. Интервью смотрите в рубрике «Агуанагара» сразу после новостей. Военнослужащие Министерства обороны и 7-й российской военной базы, дислоцированной в Абхазии, во взаимодействии с МЧС и СГБ приступили к проведению совместного учения в горах и на побережье Черного моря, сообщается на сайте Минобороны Абхазии. Маневры проводятся на территории полигонов Нагвалоу и Цабал. Учения продлятся в течение всей текущей недели. Планируется ведение боевых действий по отражению агрессии и уничтожению условного противника на территории Абхазии. В маневрах принимают участие более 3000 военнослужащих и свыше 300 единиц различной техники.
По инициативе Центра социально-экономических исследований в Сухуми прошел очередной научно-практический семинар, который был посвящен теме рынка труда и социальной защиты. Ученые, депутаты парламента, предприниматели и руководители ведомств собрались, чтобы поговорить о новой фазе кризиса и попытаться найти возможные ответы на вызовы. Репортаж Сарии Кварацхели. Кризис, вызванный мировой пандемией и ограничительными мерами, коснулся практически всех отраслей народного хозяйственного комплекса, в том числе промышленности, туристической сферы, торговли и многого другого. Но наиболее уязвимыми оказались рынок труда и социальная защита населения. Что касается состояния рынка труда в стране, то и без пандемии оно было не из легких. Прирост занятости за последние 5 лет сокращался. В среднем за этот период трудоустроились всего 454 человека. В негосударственном секторе занято от всего числа занятых только лишь 23%. Численность занятых в частном секторе сокращается до 471 человека, то есть в среднем за 5 лет. Доля бедных и беднейших по данным соцопроса населения составляет 33%. Доля фонда заработной платы в собственных доходах бюджета 72%. Высокая налоговая нагрузка на фонд заработной платы. На раздел «Социальная политика» приходится всего лишь 3,2% от общих расходов государственного бюджета. Такие показатели свидетельствуют об отсутствии новых производств, разрастании доли теневой экономики и неэффективности системы управления. Ко всему прочему, ситуацию усугубляет неопределенность сроков действующих ограничений. В первую очередь, закрытие абхазо-российской границы. Подобная ситуация ведет к тому, что определенная часть занятого населения, особенно в частном секторе, может оказаться под угрозой проявления практически всех форм безработицы, от структурной до сезонной. Более того, изменения на рынке труда будут связаны с отмиранием старых профессий и появлением новых. И в связи с этим в особой зоне риска оказываются работающие пенсионеры и люди предпенсионного возраста. Они могут быть вытеснены с рынка труда, прежде всего по причине будущей высокой конкуренции среди молодежи. На встрече также обсуждалась проблема сельскохозяйственной отрасли. Было отмечено, что необходимы меры, направленные на повышение привлекательности села к месту для труда и жизни. По мнению участников семинара, для этого надо развивать рынок занятости населения в этой сфере. Стратегические вопросы корневые не решены, которые влияют и на сегодняшнюю тему рынка труда и социальной дальше защиты. Если эти вопросы правильно поставить и правильно решить, может быть, и рынок труда изменится, потому что вопросы самообеспечения, тоже сельское хозяйство и т.д. и т.п. Наша зависимость от импорта, она просто уже не выдерживает никакой критики. А если будет заказ со стороны общества, даже не столько государства, если мы будем понимать, съедим то, что вырастим, и поможем в этом направлении нашим крестьянам или тем, кто этим занимается, вообще другой пласт положительных таких проблем скроется. Как нам обеспечить собственное население собственными продуктами? Роль села, роль наших тружеников. Люди не особенно хотят работать. Я вот это заметил, да? Хотят большую цену за продукцию, а сама продукция, скажем так, хотелось бы, чтобы он был получше, да? А теперь представьте себе развитие животноводства, развитие птицеводства, развитие свиноводства, развитие рыбоводства и так далее, и так далее, и так далее. Где искать нам людей, которые в этой сфере будут активно работать? Сможем ли мы свой потенциал национальный, местный, максимально использовать в сфере материального производства? В республике существует нехватка специалистов, но привести точную цифру, каких именно и в какой сфере, не представляется возможным, так как не ведется учет. Очень многие заняты на работах, которые нигде не фиксируются, и официально такие люди не трудоустроены. Более того, в Абхазии не ведут статистику по безработным. Статус безработного как такового не существует. Однако, можно ли говорить о безработице в нашей стране, если уже многие годы определенная часть рабочих мест занята иностранными гражданами? Проблема у нас очень большой процент, я думаю, что точно никто и не скажет, какой процент населения самозанят. И вот эти самозанятые граждане, которые, по сути, на сегодняшний день не отчисляют никаких налоговых отчислений в бюджет, являются существенной, серьезной проблемой для нашего государства в целом.
Чтобы решить вопрос занятости населения и помочь с трудоустройством гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, по мнению участников семинара, необходимо использовать международный опыт. Однако при этом искать новые подходы к управлению рынком труда, учитывая специфику экономики страны. Сирия Кварацхеля, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Как благоустроить столицу, сохранив ее исторический облик и неповторимость? Об этом шла речь на Сухумской набережной, где состоялась пресс-конференция участников инициативной группы «Хара Хакалак». Это команда молодых архитекторов, дизайнеров, инженеров, урбанистов и журналистов, объединивших свои знания для работы над проектами по улучшению городской среды. Эсма Гуланзе продолжит тему. Что объединяет архитекторов, дизайнеров, инженеров и журналистов, собравшихся на Сухумской набережной и увлеченно беседующих друг с другом? По их словам, неравнодушие и любовь к городу, а еще желание использовать свои знания, чтобы сделать его лучше. Год назад жителям Сухума и столичной администрации общими усилиями удалось остановить сооружение незаконной конструкции на Брехаловке. После этой маленькой, но важной победы молодые энтузиасты решили вместе работать над совершенствованием городской среды. Мы хотим показать, какие перспективы у нашего замечательного города, о том, какой у нас комфортный, правильно спланированный, очень верно продуманный город. Я думаю, очень многие люди это понимают, даже те, кто не находятся в сфере вот этих профессий, которые мы представляем. Конечно, он пережил непростой период. И, может быть, этот непростой период как раз дал нам сейчас возможность начать почти с нуля. У Сухума есть очень серьезный и большой шанс стать удивительно красивым, замечательно комфортным. Свои предложения активисты начали публиковать в группе и на страничке в Инстаграм. Тема неожиданно получила большой отклик. Идеи и отзывы также стали предлагать неравнодушные горожане. Город замусорили мы же сами, просто от того, что у нас не было правил, каким образом решать какие-то задачи. Вот. И составили для себя такой список необходимых мер, которые нужно провести в городе для того, чтобы его, собственно, отмыть. Мы эту идею развиваем и представляем ее властям города тоже. И я надеюсь на будущее сотрудничество тоже, да, что мы каким-то образом все то, над чем мы работаем, это будет использовано. Всю работу команда делает бескорыстно. Многие свои проекты молодые специалисты посвятили визитной карточке города, ее набережной. Сейчас на стадии разработки находятся два крупных проекта – благоустройство площади имени Багапш и кафе «Брехаловка». Есть и другие концепции, посвященные более мелким объектам. К примеру, дом номер 54 на набережной. Если убрать с фасада здания рекламу, заменить балясины на кованый балкон и поменять пластиковые навесы на тканевые, оно будет выглядеть совсем по-другому. Или еще одно строение – бывшая сувенирная лавка, расположенная недалеко от колоннады, ныне кафе «Чегем». По мнению участников инициативной группы, внешний вид этого аутентичного кафе необходимо привести в порядок. Сам павильон в восточном стиле оставить нетронутым, без каких-либо вывесок, надписей, рекламы. Пластиковую конструкцию, расположенную с той стороны, заменить на деревянную и, конечно, привести в порядок зеленую зону вокруг кафе. При соблюдении всех этих несложных условий вид строений кардинально поменяется. Конечно, это всего лишь эскизы. Однако участники группы «Хара Хакалак» надеются, что их мнение будет услышано. Кроме набережной, молодые специалисты также предлагают благоустроить улицы в центре города и его окрестностях. Пересечение улиц Аяйра и Пушкина – один из самых оживленных перекрестков в нашем городе. С одной стороны расположена 10-я школа, чуть дальше парк, который является зоной отдыха для детей и подростков. Участники ассоциации инвасодействия и «Хара Хакалак» предложили сделать этот перекресток более безопасным. Согласно проекту, на этом месте появятся повышенные пешеходные переходы и островки безопасности, благодаря которым водители будут вынуждены снижать скорость. Кроме того, перекресток станет доступным для маломобильных граждан, пешеходов с ограниченными возможностями, пожилых людей и родителей с колясками, а также велосипедистов. Это небольшой участок поблизости, где мы отстояли. У нас получилось отказаться от бордюров. У нас получилось это сделать. Мы донесли это до властей. И они пошли нам навстречу. И сегодня у нас расширяется набережная, у нас нет преград для маломобильных граждан.
и как бы в таком направлении надо двигаться дальше. Сухум – город с многовековой историей, своим особенным стилем и архитектурой. Конечно же, столица должна меняться, становиться более комфортной и современной, но сохраняя свой уникальный исторический облик. А участие в этом процессе молодых и талантливых людей направлено именно на эти цели. Эсма Голанзе, Тамас Чикованим, Абхазское телевидение. А сегодня одно из знаковых мест Сухума, знаменитое кафе «Брехаловку», посетили президент Аслан Бжания и вице-президент Бадра Гунба. Смотрите репортаж пресс-службы главы государства. В честь Дня Сухума, который отмечался в минувшую субботу, глава государства преподнес в дар старожилам этого места нарды. Президент Брехаловки, а такой тоже имеется, Лев Джения, от имени своих друзей поблагодарил Аслана Бжания за оказанное внимание. Руководители государства за чашкой кофе пообщались с завсегдатаями известного кафе. Президент интересовался мнением горожан об изменениях, которые происходят в столице, в частности на Сухумской набережной. Собеседники главы государства выразили удовлетворение проводимыми столичной администрацией работами по благоустройству города. Первое испытание прошли и подаренные президентом нарды. Вице-президент Бадра Гунба и чемпион Брехаловки Григорий Бебия сыграли партию. Сегодня немного не повезло вице-президенту. Как известно, нарды не единственная игра, которая пользуется популярностью у посетителей Брехаловки. Аслан Бжания и Бадра Гунба подошли и к тем, кто играл в домино и шахматы. Они сообщили, что глава столицы Беслан Эшба поставил для них новые удобные столы. Аслан Бжания заверил посетителей известного кафе в том, что руководство страны и впредь будет уделять особое внимание вопросу благоустройства столицы Абхазии. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 12 граждан. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 2 граждан находятся в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели. Коронавирус неожиданно ворвался в нашу жизнь. Скорее всего, бесследно станет неотъемлемой ее частью. На данный момент главное не позволить инфекции распространяться. Именно поэтому были предприняты ограничительные меры. Сейчас многие из них уже сняты, и жизнь в республике потихоньку входит в привычный ритм. Однако, по словам специалистов, все еще необходимо проводить санитарно-профилактические мероприятия, особенно в местах скопления людей, в том числе в детских садах и школах. Что касается процесса обучения, то и здесь будут некоторые изменения. Речь идет о специальном графике. Желательно разделить входы в учебных заведениях, возможность изыскать, разделить, что начальная школа должна классы находиться отдельно, в отдельном корпусе или в отдельном крыле, потому что младшие детки болеют больше, у них иммунная система подвержена больше, чаще острым респираторным заболеваниям, чем уже дети в возрасте. Детки должны будут при коронавирусной инфекции заниматься не более 30 минут. А старшие классы могут заниматься 45 минут. У них должны быть больше переменки, естественно, где-то 15 минут, не меньше. За это время должна быть воздушная среда в кабинетах, проветриваться. И в конце выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачность с прояснениями погоды. Временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый дождь с грозой. Возможен град. Температура воздуха ночью плюс 19-24, днем плюс 23-28. Температура морской воды плюс 26 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.